Сёння у хайтак. Лукашенко канчаткова пераводзіць беларусаў на хлеб ды ваду. Отличная вода. У чарзе на беларуска-польскай мяжы адкрыюць мабільныя пункты для галасавання на выбарах прэзідэнта. Не проголосуешь, не выйдешь. Беларускіх дзяцей замбіруюць спецыяльнымі мульцікамі. Будь безразличным. Былая старшыня ЦВК Беларусі Лідія Ярмошына цяпер крадзе не галасы выбаршчыкаў, а вершы Пушкіна. Но я другому отдана и буду век ему верна. Аднак здароўе яе каханага прэзідэнта намякае, што вернай ёй засталося быць нядоўга. Аб гэтым ужо і сам Лукашенко кажа адкрыта. Когда сдохнет президент, ребята, не принесет. Пра гэта і пра шмат чаго іншага глядзіце прама зараз. Дорогие сябры, ну что, все святые мы отгуляли, все Новый поели, год. все отпили, все запили, все доели. Що доели, талерочки Коляды. помыли, все пережили. Все пережили. Старый Новый год пережили. А вось старого старого коня, який якобы не портить борозны, борозны, все ну ніяк. этого Ну, ні- картофельного лося не пережили, ну ніяк. але мы переживем. Мы упевнены, что ще мы переживем. А для того, каб пережить, нам треба смеяться, каб долго жить, правильно? Так Да. будем смеяться з новину. Погнали! Господа, смейтесь. Ну что, начнем с аквавиты. Аквавиты, так. Вода – это жизнь. Жизнь – это вода. Почему появилась на планете Земля жизнь? Потому что есть вода. А хто дав її? А кто дал Беларусь воду? Хто дав? Кто дал? Ну, хто? Гарант. Короче, Лукашенко дав белорусам воды. Удал. Да. А такі вентиль был. І падалі гэта наогул як гістарычную некую падзею, што у беларусаў з'явілася вода. Наконец-то. І вось паглядзіце, як это выглядала, які беларускі штурвал крыціў Лукашенко. Потом не показывали программу, и он там и остался смотреть. Я Он стоял там на годину Я залив. вспомнил, на что это подобное. Я в детстве, первая моя ВХС-ка была, ну, в смысле, фильм «Бегущий человек». И там был персонаж, Динамо его звали, и он такими светился, тоже такими классными. Когда убивал человека, он пел песни такие. И он коли ехал, реально, это подобно. Лукашенко тоже такую подсветку хочу на стрелочках тут на костюме. Хочу, чтобы с подсветкой. Але все ж таки найбольше эта сцена напомнила сцену с фильма «Шалёный Макс». Там эти все прокаженные, дай воды, дай нам воды, дай Да, нам вообще, воды. з Малиновки, Дайте вам Шабанов, все столерочки метые. Да. У нас же ж нічого не было, губы посмягли, сліпліся ўжо. Ну, а потом дасть ўсё астатняе. Воду, газ будет так само так показательно давать. Кислороде, Поветра. Кислороде, Дал ветра. Лукашенко дал ветра людям. Некий человек с Новой Боровой поехал, купил себе этот дозиметр для воды без замеров и сказал, что вельми дрэнная вода, та, что пришла в той район. Может, не ту бок крутил это вентиль? Может, надо было, приезжайте назад. Короче, Покрутите. он где-то там почал писать в неких форумах, ему сказали, ты больный, и если тебе не нравится Беларусь, Дурак. уезжай отсюда, дурак. Понял? И вообще заткнись. Чтобы мы тебя больше здесь не видели вообще. Не видел, как по телевизору Тупидла. хорошо крутит ручку президент. Вот, Ну, поэтому... як Ісус же ж воду в вино. Ну, А Лукашенко з води воду зробив. Тоже, знаешь. Они где-то ноздря в ноздру с Иисусом идут. Піонерська організація у Білорусі така ёсць, випустила ролик, який якого мета разжавать детям, что такое выборы, и у рот укласть эту кашку. Родители, что... Давайте поглядим, потому что это хорошо. Это хорошо. Хоровод. Тебе на «Д». Демократия тебе на «я». Я не знаю такого слова. Ты его сам придумал. Ну, натурально, в Беларуси не ведут дети слова «демократия». Это нечто, не только дети. Демократ. Что это? Я первый раз слышу это слово. Натуральный хлопец сыграл. Такое слово есть.
Это значит, что в установлении правил жизни государства участвуют все граждане, например, как в нашей стране. Самое головне, як тільки у білоруській сім'ї прогучало слово демократія, сім'ї, чальці гэтай сім'ї зловили белочку. Ловить белочку. Видите, это сразу. Республика Беларусь – унитарное, демократическое, социальное правовое государство. Ось глядзіце, усе гэтыя словы, яны як бы вылятаюць з Беларусі, выязджаюць. Як бы разъехалась демократия, правовое, социальное, унитарное, все разъехалось. Вот смотри, получается, к Польше какое слово? Ну, социальное. Социальное к Польше, да? Напевно, да. Оно где-то застряло укорку в этом. Да, социальное... Оно там на мяжи все такое не может неправдоподобно, социальное мучить застрять. Коля 1000 этих машин и 900 автобусов. Оно там где-то гуляя по салонах. Где туалет? Слово социальное пытается. В нашей стране основным законом является Конституция Республики Беларусь. Он определяет устройство государства, права. Какие-то слова слева назва, а справа просто прочерки. Просто прочерки. Зачеркнутое, то, что это не надо. Во главе государства стоит президент Республики Беларусь. Ты видишь, какой безликий, молодой, якобы молодой и худенький президент? Ну так, по обрысах, як быццам гэта молодой президент. Да. Что, кто ж Ни гэта? лысины нету, ни усов, ни хрипит. Покуль что ничего не сипит, Не шипит, не свистит. ровно стоит. Фляга, да, ровно стоит. Ну, это нас готовит, что до Николая. Кто-то будет молодой. Кто-то будет молодой. Да. Я думаю, у наступном годе такий же будет ролик, только проявляться лик будет. Как Дориан Грей такой. Да. Или как Дориан Грей, или как нечто иншее, давай. Также граждане страны выбирают и другие представительные органы власти. Совет Республики, Палата представителей, Всебеларускае народное собрание, Совет депутатов. Господи ты, боже мой. Якая розница у гэтым усім? Я не вельмі разумею. І гэтыя будынкі усе аднолькавыя. Это метки для паразитов сразу. Гэта усе аднолькава выглядаюць будынкі. І гэта аднолькавыя функцыі. Як быццам гэты чалавек напёрсташнік, а перад ім такі, а где, а нету, а где, а сэнс нет. Кручевич, оп, нету. Да, сенса нема нигде, пух-пух, все пустые. Очень важно участвовать в выборах, так как победитель определяется большинством голосов, а значит, каждый голос важен. Шалі, на одном боку 6, на іншым 5 гэтых птушечек, да? Это все нормально. Одну додае Дима. Тобак, тут 6 и тут 6. И что у нас происходит? Повинно быть так. Але не, вот так робится. Эта шестерка тяжелее этой шестерки. И это вельми правдоподобное видео. Так и робится под. Просто это крючки с алюминия сделаны, а это из металла. Ну что, тогда все разумел. Подпиленные шали, ну. Чтобы принять участие в голосовании, совершеннолетний гражданин Республики Беларусь должен прийти на свой избирательный участок. А почему девочки в кабинке, а мальчики так по-простому? Ну это и в житті бывает. Жанчынам повинна быть кабинка, а хлопцы могут и так, на природе. А хлопец и так может осуществить волеизъявление. Опорожниться, да. Волеизъявление. Как интересно! Скорее бы вырасти! Интересуйся будущим своей страны уже сейчас и не будь безразличным. Просто нарисовать белку. Я бы реально, я бы обосрался, если я сижу такой, ребенок, и вдруг белка с такой головой. Ты знаешь, что такое демократия? А? Михась, по свете дрейфуют десятки российских танкеров из российской нафты. Ты видишь такое? Заблукали? Ты чув, что такое серый флот этот российский? Ну, который там... С черной начинкой. Да. Я коммунарка. С черной начинкой, да. С просроченной. Вот. А после жестких санкций им закрыли эти порты и не принимаем, не можем. И плывите дальше, куда хотите. Вот. Слухай, ну у нас есть шанс поглядеть туды, унутр гэтых расійскіх нефтяных караблёў. Каюту Старпома. Каюту Старпома. Как он там матом ругается. Поглядеть, як яны переживаюць гэтую вельмі складаную ситуацию. И драматичную ситуацию, так. Мэйдэй, Мэйдэй, говорит Старпом российского нефтяного корабля. Откройте порты, откройте порты. Мэйдэй, Мэйдэй, говорит Старпом российского нефтяного корабля. Откройте порты! Порты откройте!
Russian warship, go to hell. Buque de guerra ruso al infierno. Я это иди на всех языках мира уже выучил. Чисто от всех наверх! Что я тут один ходить буду? Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь збіраюцца, пакуль яшчэ толькі, стварыць спецыялізаваны тып беларускага спартыўнага коня. Я да чаго вяду? Забанены ж на міжнароднай арэне спартовай беларускія спартоўцы забанены, а крупны рогаты Ридли Скотт еще никто не банил. Поэтому что? Делаем коней, які умеют стрелять из лука, прыгать с шестами у длину, керлингом опять же заниматься. И на Олимпиаду. И валим на Олимпиаду, на Паралимпийские игры. А они такие, у нас по документам, ну, можно, коней белорусских можно. А у нас толерантность, мы Европа, у нас толерантность во всем. Мы принимаем всех. И коней тоже. Да. И наши белорусские кони. Не, они... С номерками вот с этими номерками. Вот. С рекламой Белвест, вот это все, на в спортивных штанах натянутых кое-как. Не, ну у их рефлексы. У их рефлексы и генетику не вытравишь. Яны выйдуць на поле зялёнае и пачуць пахать его. Так. Орать его пачуць. Кто-то с Африки бежит там на рекорд, и наш на двух ногах бежит конь. И обгоняя. А может быть, знаешь, еще и контрабанду провезет в одном месте. Да? Это знаменитые белорусские троянские кони с сигаретами внутри. Запускайте. Троянские кони. Польские пограничники только такие глядят, ничего нет, щупают, а конь такой... И все. Прикидывается, что не умеет разговаривать. Да. Типа, да? Да, в голове. А уже когда пересекли границу, такие уже, ну все, давай. Покурим в автобусе. Да. Открывает дьюти-фришный вискарь, будем глушить. Да. То бок, у обход санкций замест белорусских спортсменов будут ездить белорусские кони. Спортсмены. Нормальный план. А прикинь, что реалистичный. Слухай, а гляди, а чиновникам же так само хочется ехать за мяжу. Придет час, когда чиновники скажут, ну и мы же уже хотим тоже в Европу як кони, мы тоже хотим как кони. И будут скрещивать гены чиновников с конячими с этими. Белорусские кентавры. Появится первый белорусский кентавр. Торс Головченко. Этот, который Гродненской областью заведует, этот губащенький. Да, хороший такой. Караник такой. Коняник. А тут мистер Дикпик даст о себе знать еще раз. Ну вот я и заработаю. Вот я и дорвался, как говорится. Белорусский пашпорт показали в ультрафіолеце. Як ён выглядае? Паглядзіце, калі ласка. Паглядзіце, гэта псіхадэл. Гэта 70-е, хіпі. Можа, гэта таму, што беларускі пашпарт павінны быць такі, ну, ён не вельмі моцны ў сусвеце, так? Ну, мягка кажучы. Каб ён быў хаця б цікавы, просто інтарэсны. Ну, просто развлекательный пашпарт, разукрашка паспорт. Чтоб там, не ведаю. Музыкальная шкатулка. Музыкальная, да, чтоб як открытка открываешь, и там музыка играет. Страничку переворачиваешь там. Кто я, Дед Бородет, обышел белый... Родина моя, Белоруссия. Да, и чтоб пропивали данные твои пашпартные, ну, чтобы не забывать. А гэты асабісты нумар, доўгі нумар, можна зрабіць, як это на лотереях стирать. В лото ну, чтобы развлекался народ, каб цікава было. Да, потому что скучно с таким белорусским пашпартом. Да. Молодость моя Белоруссия, гэта так. Але якія яшчэ могуць песні гучаць у беларускім музычным пашпарце? Гляди, открываешь. Герман Гучич. Два президента, это путь. Сапраўды народны, сапраўды герой. Беларусь за бацькам, як за моцнай сцяной. Силук. А, ну этот батька, он и сразу перевернули все. Да. Вырвал листья. Да. Летают вепри над головой. Летают вепри над головой. Я всегда думал, человек вроде бы, ну, отучился на артиста. Ну, понятно, не надо быть умным, да, чтобы на артиста учиться. Руслан, пробач, як может, можа вепрь
летать над головой. Ну, это может Я просто мясокомбинат. я вот снимался с тобой просто один раз в жизни. Вот скажи, как веб, вот что ты пел, зачем ты это спел? Вот Дима, своим ты не ротом. разумеешь, это может быть, я кажу песню про мясокомбинат. На мясокомбинате идешь, на тобой туши про... И он поэт, он поэт. Летают вепри Над головой. Я белорус, все, да. Это черный... Цитаты. Перед выборами зноў усплыла Лідія Ярмошина. Брум. Так, яна яшчэ раз доказала, што як любы кіраўнік беларускага цыку яна не тоне, яна уверена трымаецца на інфармацыйнай павестцы. Карацей, давайте паглядзім вось такое цудоўнае відэо, у якім яна распавядае, хто там яе спрабаваў подкупіць. Не знаю, была ли это попытка, но выборы 2001 года, перед ними, когда еще меня, так сказать, приглашали в Европу, я помню, мы с Карпенко даже танцевали медленные танцы на одной вечеринке, там в Финляндии. Предвыборная вечеринка была у депутата. Вот. И он мне так шутливо говорит: Ермошина, эти самые интересуются, сколько вы стоите. Я сказала: Геннадий Дмитриевич, как любителю поэзии, он до этого стихи читал, я вам отвечу словами Татьяны Лариной: но я другому отдана и буду век ему верна. Ермошину появится свой поручик Ржевский. Я думаю, а што гэта такое любоў да паэзіі? Можа і ў астатніх чыноўніках абудзіцца гэта любоў, яны пачнуць сыпаць цытатамі. А вот всю жизнь, знаешь, обманывала там что-то это. Да, а тут уже пенсия, надо и Пушкина почитать. Надо пора душе подумать. Пора душе подумать Ермошина. Во-первых, Пушкин смешно писал. Что мы помним со школы? Ну, так. Например, Качанова может сказать цитату: «Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской». Ух ты! Какая! А вот, Аиша, мне подается, что это, конечно, могла... Это унутренний монолог Эйсман, якая завсёды ходит с Лукашенко. Это постоянно. И вот у него в голове такие верши. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Это Эйсман. І от уяві сабе, калі гэта ініцыятыва па вершаванню спусціцца, як заўсёды, па вертикалі сцячэ. Прикажут. Да. Ад чыноўнікаў вспомнить все, что учили в школе. Дацячэ да міліцыянераў і амонаўцаў, як яны будуць протоколы составлять у вершах. Сейчас расскажу, як яны будут. Так, рядовой, что произошло у вас там на объекте? Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там 2 раза повернуть свое оружие. Он завыл. Рванулся из последних сил, и мы, сплетясь как пара змей, обнявшись крепче 2 друзей, упали разом и во мгле. Бой продолжался в тишине и на земле. Шкада, что, конечно, никто з гэтых чыноўнікаў і сілавікоў, ніхто не ўзгадае слова Чацкага. Трагическая фигура Чацкага, да. все помнят. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Занавес! Ну, бясконца можна глядзець на якія рэчы. Як цячэ вода, адкрушана вентилем. Да. Як гарыць агонь в камфорках, а в Европе не гарыць. Не гарыць. І, канешне, як стаіць чарга на мяжы Беларусі і Польшы. Але ж у нас ёсць спецыяльны корэспандэнт, які можа нам наўпрост расказаць, як там справы ў чарзе на мяжы Беларусі і Польшы. Да, очередь, конечно. Начали, да? Хорошо. Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телеканал «Беларусь-0». И я веду репортаж с приграничной территории, из самого сердца очереди на белорусско-польской границе. Вы даже не представляете, сколько здесь автомобилей. Их настолько много, что очередь видна из космоса. Именно поэтому ее уже начали называть «Великая польская стена». Люди настолько долго здесь находятся, что вспомнили своих предков.
И по примеру Кривичей, Дряховичей и Радимичей организовали здесь целое поселение. Так в одном из уже брошенных микроавтобусов успешно функционирует детское дошкольное учреждение. Простыми словами, детский сад. А в автобусе Минск-Транс просто ЗАГС. Именно в нем сегодня сыграет свадьбу, так как Андрей Михайлович из 1347 машины удачно по расчету выдал замуж дочку за Олега из второй машины. Как говорится, желаем паре молодой открытого шлагбаума, и пусть их семейный корабль не загоняет на рентген с польской стороны. Вскоре ожидается прибытие представителей книги рекордов Беларуси, чтобы, собственно говоря, включить очередь в эту книгу, как единственное, что в стране стабильно растет, а не падает. И пока беглые критикуют наше правительство за то, что они якобы ничего не делают для очереди, уже завтра планируется ежедневное прибытие первых в истории суверенной Беларуси мобильных пунктов для голосования. Таким образом, на приграничной территории выборы президента пройдут под лозунгом «Не проголосуешь, не выйдешь». Понял? Короче, наближаються вибори, починається прогрев аудиторії, попередні ласки, да. Легкий песен. Так, електората. І, наприклад, у Мстиславському районі почала... Масло по электорату вырывается так. такое, да. Свечи зажигаются. Музика така спеціальна, Ванна, роза такая. електоральна. Палят розы в ванну. Короче, у Мстиславском районе почала працаваць школа выбаршчыкаў. Паглядзіце, не просто выбаршчыкаў. Школа маладога выбарніка. Мой выбор, які называецца. Паглядзіце, як яна выглядае. Ну, там, конечно, молодежь только на бумаге, да. я так понимаю. Калі так выглядае школа маладога выбарніка, як выглядае школа сталага выбарніка. Ось паглядзі на гэтыя фатаграфіі. Ось, напрыклад, гэты чалавек, ось я думаю, а пра што ён думае? Што ў яго ў галаве, калі сядзіць у такім месцы у школе маладога выбарніка, мой выбар, яму расказваюць, які выбар трэба зрабіць, што ён думае? Я газ забыл выключить, наверное, дома. Не, чешется, нога чешется. Пачесаць ці не пачесаць? Это выбор, трэба зрабіць свой выбор хутчэй. По-моему, меня в школе оставят на 3-й год. В этой школе. Как? А чаму наогул можна вучыць у школе выбарніка? Што гэта за школа? Што гэта? Школа помощников. Ну, такі советские музыки. Так, што там, не ведаю, як там праходзіць фізкультура, напрыклад? Што там? Челночное голосование? Трехочковый вбросок. Вброс. А представьте, что урна там забросит 50 бюллетеней, так? Атрымліваецца, я не ведаю. На трудах сколочваюць гэтыя урны для галасавання з фанеры. Мальчики. Киянками, мальчики, да. А дзяўчаты шыюць занавесачкі. Вот такого колеру. Вот, да. Да. Беляшы гэта на хіміі робяць. На хіміі робяць беляшы, каб не патравіліся. Каб гэты срок годнасці ўжо скончыўся, але трэба на выбарчых участках это ўсё людзям ўсё прадаць, это беляшы, каньяк. На хіміі лучше як просрочку продать. Чым заліць, щоб она не воняла. На ИЗО што вучыць у школе выбарніка? Маляваць галасы, конечно. А на матэматыцы вучыць, як растлумачыць, што вось 3%. Да, за Лукашенко 3, а трэба каб 97. Очень интересно. Якія памнажэнні трэба рабіць? Это называется в банковском деле сложный процент. Это высшая математика. Это уже квантовое исчисление. Да. А на трудах еще знаешь, что может быть? Як исправить испорченный бюллетень, когда у тебя нет корректора. Берем обыкновенную пластиковую бутылку. Пластиковую и лезвие. Да. Ну, а тады ў гэтых школах, конечно, писать на партах не будуць там вот это... Может, будуць. Марина, я люблю себя. Не, там, типа интимная жизнь Гены и Маши, да? Да. И кем является Маша? Нет, там буду писать это, да. Время выбрало нас. Ножиком выцарапывать. І апошні звонок, як будзе праходзіць. Крэпкі мальчык,
берет девушку, выбирает девушку самую похожую на Лидию Ермошину, Да. самую такую бедненькую. Вось ён ее на плечо, и она со звоночком. Челочку подстригли, Ларину выучила, эти косички, что же. Вот и Голос всё. похоже был. Вот финал школы выборника. Спадзяемся, трохи посмяяліся, Конечно. трохи подоўжылі наше жыцці, і у нас ёсць усе шансы зноў жа перажыць гэту сітуацыю, перажыць самі ведаеце каго, і ўсё у нас будзе добра. Да сустрэчы, хай так. И помните, вавёрочка заўсёды з вами.